Борис Магомед-Гиреевич, сколько лет вам было, когда первый раз посетили горы? Когда в первый раз я поехал в горы, лет 13 мне было. Почему? Потому что там у нас было много родственников. Есть такое горное селение Ляжки в Жиравском районе. Так вот это вот Ляжь, там жили многие мои сородичи, Харсиев, близкие. Там находилась разрушенная наша башня Харсиевская. Поэтому, наверное, лет 13-14 мне было, когда я первый раз поехал в горы. Затем, будучи студентом Чечено-Ингушского университета имени Толстого, ну, начиная с 71-72 года, я часто бывал у нас в горах. И поэтому, в общем-то, неплохо знаю наши горы, потому что для каждого ингуша это его родина, это звук его сердца, это ритм его жизни, и все, что, в общем-то, касается характера, менталитета своего ингуша, его исторических корней, конечно, все это лежит в горах. А вот вы в горах исследовали какой-то определенный в вашем комплексе? Или вот... Конечно. Начиная с 2011 года мы несколько раз при нашем директоре, это было Ибрагиме Дахкильгове, выезжали в горы. Мы, естественно, побывали и в Эрзи побывали. Как раз после этого начались реставрационные работы в Эрзи. Побывали в Лячке, побывали во многих других местах. И я должен сказать вам вот такую вот примечательную вещь. Если, допустим, башни еще стремятся как-то сохранить, перестраивать, то, к большому сожалению, очень много разрушенных могильников. Разбросанные кости, разрушенные могильники. Поэтому неплохо было бы заняться вот как раз-таки ремонтом этих могильников. Вот. Уникальные, притом, некоторые. Вот возьмите, допустим, напротив селения Ольгетти, вот, огромный могильник, правильно? Вот, даже с таким, сейчас его называют немецкий крест, это не немецкий крест, это символ солнца. Вот. Уникальный могильник с огромным таким символом. Вот, он постепенно разрушается. А сколько разрушенных могильников, полностью разрушенных и почти засыпанных, наполовину присыпанных населения Ляжги. А сколько вообще по маршруту, начиная Жайравского ущелья и заканчивая, значит, Эгикалом. Куда бы мы ни пошли, вот такие вот процессы происходят. А чем связано, что в основном крыша, вот верхняя часть разрушена? Давайте вообще поговорим, что такое могильник солнечный. Почему вот многие ошибаются насчет солнечных могильников, спрашивают, поступают вопросы, почему ингуши хоронили именно так. Вот, по Цори, вот по разрушенному могильнику были споры. Дело в том, что в горах очень трудно хоронить каждого человека, роя какую-то яму. Это база, это мрамор, правильно? Это гранит. Поэтому вот таких мест, где можно просто вырыть яму, сделать кладбище, в горах мало. Поэтому это есть те же кладбища, только накладные кладбища, которые называются солнечные могильники. А разрушение зачастую происходит, потому что, во-первых, начиная с 60-х годов, вот я наблюдаю в горах, и вот каждый раз, где-то я описывал эти процессы, мы с друзьями, значит, чуть ли не преследовали некоторых людей, которые просто похищают, варварски похищают с могильников кости. Естественно, где они не могут найти дверь в этом могильнике, где-то что-то
присыпаны, они ищут слабые места, значит, ломают камни или еще что-то делают, раз. Второй фактор, фактор времени. Фактор времени. Конечно, со временем могильники эти пришли в обветшание. Но это наше историческое наследие, мы это должны беречь, поэтому точно так же, как вот к восстановлению, допустим, тех же башен, люди должны относиться к костям, могильникам своих предков. И то же самое заняться ремонтом. Ну хорошо, вот, допустим, во Внучке восстановили могильник. Ну как восстановили? Но опять-таки это больше похоже на новодел. Хорошо было бы, вот сейчас говорят, есть слово школа реставрации, это приветствую. Может, действительно придет время и будем хорошо все это реставрировать. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что это и фактор времени, и фактор варварства разрушения наших могил. Почему именно вот в наше время они стали разрушаться больше всего? Если они столько сотни лет простояли и в наше время. Это вполне вероятно, потому что раньше люди там проживали и ухаживали за могильниками, за башнями, за всем остальным. Люди жили, и они знали, вот здесь похоронены наши предки, если что-то упало, отпало, они ходили, ремонтировали, а если что-то осыпалось, они опять ремонтировали. Но сейчас это же все в ведении государства, правильно, там никто не живет. А раз люди сами не живут, значит, я думаю, должны быть службы, в том числе общественные организации, вот у нас хорошо работает же общественная организация, которая освещает эти вопросы, привлекает какие-то капиталы и способствует тому, чтобы мы как можно дольше сохранили наше наследие. А вот вы сказали, что кости кто-то берет. А? Для кости вот. Да. Для чего? Ну вот много примеров, допустим, надо лет 5-6 назад, допустим, мы буквально черепа у одного отняли. И притом я даже удивляюсь, Экикали, где, в общем-то, было много людей, как они умудрились это. Или, допустим, лет 10 назад в другом населенном пункте Ляла. Мы, значит, тоже двух поймали людей, двух, они совершенно не с республики и не ингуши. Вот. Я не сторонник называть там национальное, да не национального, если варвар, он с Луны, если прилетел, он варвар, понимаете? И вот поэтому там поймали мы, значит, людей, которые, ну, говорят, что они из них изготавливают какие-то там, ну, не знаю, пепельницы или еще что-нибудь. Это, наверное, круто. Это глупо, скорее всего, но для глупых людей это круто. Вот такие вещи. Это кости же наших с вами предков. И это недопустимо. И вообще разбросанные, смотришь, берцовые кости разбросаны лежат, другие, третьи, четвертые. Не суть в том, для чего их используют, суть в том, чтобы это все сохранить на том же месте. Значит, кости наших отцов, они должны быть в покое, их никто тревожить не должен, никто не имеет права на это. А вот в Горной Ингушетии проводились экспедиции по артефакты. Очень много было артефактов, которые вывезены. Вы знаете, в Горной Ингушетии с самого начала советского времени проводились очень многие экспедиции. Вот. И открытый в 1926 году научно-исследовательский институт, вот я удивлюсь, на каком уровне были кадры этого института, такие как Шеблыкин, такие как Крупнов, Семенов и прочие. Это выдающиеся советские археологи, Генко, выдающий советский, значит, этнограф и все остальные. Вот. Естественно, сама Ингушетия представляла очень большой интерес как провинция для изучения прошлого. Поэтому вот такие выдающиеся ученые собрались под крышей
Ингушского научно-исследовательского института. И вот в тот период, конечно, вот, допустим, мы можем сейчас прочитать, что еще существовала маска, серебряная маска Тушоли в одном месте. Сегодня эта маска утеряна. Никто не знает, где она находится. Вот. А что она из себя представляла маска? Ну, тогда она описана, где она стоит, как она стоит. Дело в том, что ее, в общем-то, вывезли в неизвестном направлении, и никто не знает. Это не люди делали, конечно, простые, это делали специалисты, но сейчас просто-напросто надо искать такие вещи. И, конечно, при определенных условиях мы где-то ее можем обнаружить точно так же, как обнаружили орел Сулеймана. Да? Благодаря нашим санкт-петербургским ингушам, коллегам, ученым мы обнаружили, значит, орла Сулеймана, который стоял когда-то в Эрзи, да, и вот сегодня мы имеем даже, по-моему, в музее копию этого. Вот. Поэтому надо просто дальше работать. Дальше, ну, такие памятники, такой фаллический памятник, как стоял Когни, он сегодня находится в музее в Грозном. Ну, я не вижу в этом никакой проблемы. Пусть находится, если что-то из наших артефактов находится в известном музее, то пусть стоит. В этом нет ничего проблемного. Другое дело, что вот вещи, которые исчезают. Точно так же возьмем уже позднее время, но тоже наше культурное наследие, наши артефакты вывезены с Борга, все, что можно было, вывезено оттуда в 30-е годы, и на сегодняшний день ничего не обнаружено нигде. Таких случаев, конечно, много. И по горной Ингушетии, и плоскостной Ингушетии надо работать, надо искать. А вот вы сказали, серебряная маска, она где-нибудь описана? Описан. А что она из себя представляет? Семенов описывает, значит, описывает еще пару источников, кроме него, говорят, что вот эта серебряная маска, она была, в общем-то, образом лица Тушоли. Верхней ее части, надглазница и прочее, прочее. Вот. Описание есть, конкретное описание есть. Описание есть, где она стояла, где ее нашли. Вот. Ну, после этого ее забрали в какой музей, как, что и все остальное. Документального подтверждения сегодня мы не обнаружили. Но они должны быть, потому что маску, если забрали, обязательно они должны. Надо вести поиски. Это уже работа тех, кто работает по архиву. Да, интересно. Вот. Я первый раз слышу. Сегодня, в период, когда вот такой массовый интерес появился к истории собственного народа, вот этот период, я думаю, должен сыграть свою роль в положительном отношении. И нам надо всячески поддерживать всех тех, кто работает с нашим наследием. Не расхищает, а работает и отдает свои силы для его восстановления. А в бытности студентом вы участвовали в экспедициях? Вот, как раз горные Будучи студентами, мы самовольно организовывали экспедиции. Вот одна экспедиция была, там я, пару человек Кадзоевых, Мальшаговых ходили в одно лето. Другая экспедиция была, я, Цуроевы ходили уже в Васиновское ущелье. Часто мы организовывали сами эти экспедиции. Что касается, значит, официальных раскопок и экспедиций, но Виноградов допускал туда только тех, кого сам отбирал. Вы когда учились Виноградова, да? Да. В том числе, я помню, в его группе был как раз-таки наш знаменитый археолог Черкиев, Джабраев, в его группе. Вот. Ну, так как в этот круг мы не попадали, были очень сильно заинтересованы в изучении истории собственного народа, мы сами это делали каждое лето, ходили порой сейчас, если вспомнить,
такими тропами, которых сегодня вообще нет. Поэтому в 92 году, когда некоторым из нас пришлось из Жайраха уводить Сачиновского ущелья в обход официальной дороги, а там дороги тогда не было, людей, для нас это не было проблемой, потому что эти тропы мы знали хорошо. Вот когда вы участвовали в экспедиции, вот, сами вы создали, вы что-нибудь обнаруживали? Ну, конечно, да. И остатки стрел мы уже тогда знали, допустим, что стрелы бывают разные. Одни для того, чтобы пробивать броню. Другие для того, чтобы, значит, охотиться за какими-то зверями. Более этого, нам рассказывали старики вот такие интересные сюжеты, этих стариков сегодня нет, как, допустим, то, что Тарамы, духи гор охраняли животных, как они их передавали, когда можно охотиться, когда нельзя охотиться. Был такой старик, ну тогда даже он не старик был, а очень интересный охотник, Цуров, жил в Жайрахе, рядом со школой. Мухарбек Цуров. Вот. Он много интересного нам рассказывал. Очень любитель был молодежи рассказывать много интересного. Значит, был такой Гапур Евкуров. Он много интересного тоже рассказывал. Стариков сегодня нету, но мы, кто вот в этих экспедициях побывали, вот все это помним. И, наверное, придет время, когда-нибудь опишем. Скажу вам более того, что мы от них узнали, что вечером, допустим, ингуши не охотились. И охотиться нельзя было вечером. Вот. Охотиться можно было только тогда, когда солнце светит. Это суеверие было? Суеверие было? Я не знаю, суеверие или нет, но в любом случае это ингушский наш фольклор, который передавался из поколения в поколение, его соблюдать. Вот даже есть сюжет такой, чтобы не быть голословным, я вам расскажу, что один охотник нарушил это правило, убил, значит, козу дикую, и он был проклят этими как раз-таки духами гор. Более того, по сегодняшний день, наверное, вот вы знаете или не знаю, я не знаю, вы знаете, есть такой ручей, который называется Вампл-Хаст. Слышал, да? А я знаю, где он находится. И притом, действительно, там вода очень такая, как бы вам сказать, полезная для здоровья. Даже были примеры, так получилось, когда как-то в Джайрахской больнице лежал, они узнали, что я, в общем-то, про гор знаю многие вещи, они меня попросили сводить к этому Вампл-Хаст. Я водил к этому Вампл-Хаст. А он небольшой сейчас. В каком районе находится? Вы знаете, где находится Жарлау? Где находится башня между двумя камнями? Если брать где-то 6 километров. Это Штормы-Гу. Нет, подождите. В 6 километров от Ольгетти есть тропинка, уходящая в Лялов и в Хани. Дорога идет дальше. Вот по этой тропинке надо идти. Если мы вместе побываем когда-нибудь, я вам покажу. А почему он называется Вампл-Хаст? Как раз вот тогда нам было рассказано стариками, мол, вампалы, большие, огромные циклопы помогали строить башни, значит, ингушам, а пили только вот эту воду. Почему? Потому что эта вода придавала им огромные силы. Это циклопические. Да. Вот такие. Циклопические построения. Чем это связано, что в Ингушетии, наверное, на Северном Кавказе самый большой Ингушетии находится построение? Они у нас фактически на каждом участке вот, связаны Асинском ущелье и даже Джайрахском ущелье. Ну, в соответствии нашего эпоса, в соответствии с антологией нашего фольклора, вообще ингуши были очень здоровые люди сами по себе.
И сегодняшнее поколение, оно считается, в общем-то, меньшим. Давайте обратимся, вы спрашиваете, в связи с чем это построено. Скажите мне, пожалуйста, вы же в курсе, что родоначальники ингушских родов, вот, родоначальники, генусы, да, первые, они кто были? Они были нарты. Все ингушские рода произошли от нарт. В крайнем случае, вот так говорят. А нарты это были очень высокие, здоровые люди. Поэтому здесь само по себе ответ лежит в том, поэтому здесь очень много циклопических построек. Другое дело, что сегодня мы пытаемся извратить худшую сторону собственной истории. Я вам приведу один пример, не вдаваясь в подробности. Посмотрите, лом называется Цейлом. Сегодня его называют Цейлом. Это не Цейлом, это Цейлом, она священная гора, священная. Но в угоду, вот, как бы вам сказать, возможно, сочинением недобросовестных, так сказать, деятелей, которых сегодня очень много развелось около науки, вот такие вот перемены здесь пытаются сделать. А такие перемены имеют в дальнейшем очень плохие, в общем-то, последствия. Вот. Или, допустим, мы говорим Гаинкорт, да? Что это за Гаинкорт? Это не Гаинкорт. Это совершенно... Или даже слово вообще вершина. Корт порой мы меняем на черт знает что, на какое-то другое название. Или, допустим, на башне, вы если видели такой вот знак, вроде креста стоит, да, вот идущий человечек, это называется по-русски Голгоф. А по-ингушски, почему русские писали, что это Голгоф? Потому что ингуши, то, что говорили, те, кто записывали, не всегда понимали. Называется Голгофу. Это не Голгоф, Голгофу. То есть построил башню, здесь начинается род, это Голгофу. Вот. А Голгофу и вообще род индусский, он должен был иметь, 5, так сказать, состояний. Для того, чтобы называться ингушом и быть благородным ингушским родом, тейпом, 5 состояний. Об этом все знают. Вот. Какие это состояния? Я повторю, я не поленюсь. Первое – это вор, пятый, 7 названия отцов. Второе – это мехдах, то есть территория. Третье – теха и алгац, то есть молиться, чтобы молиться, раздумывать, состояние духовной возвышенности быть, нужен храм. Это теха и алгац. Четвертое – это как раз-таки малхкаш, а малхкаш это и есть солнечные могильники, да? И пятое – томбе-воу. Хотите наоборот? Пятое – томбе-воу. Боевая башня. Вот эти состояния, если у тебя быдзаватый, чистым ингушом считался. И все стремились к этому. Поэтому я бы хотел сказать сегодня вот такие вот вещи. Вот сегодня каждый, это хорошо, что занимается поиском собственных корней. Но вы не забывайте, что у всех у нас один главный корень – мы ингуши. И относиться к горной Ингушетии не надо, с точки зрения собственности. Вся горная Ингушетия, берег Измохк, это есть родина ингушей, переплетенного племени, переплетенного. И воевать за кусок земли или за часть башни сейчас – это совершенно большая глупость. Каждой башне, каждому метру нашей земли надо относиться как к собственности. Вот. Башни построены были для того, чтобы объединить ингушей. И они объединились, это была великая сила. И сегодня они стоят
для того, чтобы нас объединять и сегодня. Не разъединять, социалия, а соединять. Поэтому мысль, когда ты в горах, у каждого человека священная мысль должна быть одна. Что мы все братья, что мы все едины, и все это наследие, это наше общее наследие. Вот, а искать какие-то там, я не знаю, фрагменты или элементы там одного, третьего, четвертого, сегодня это дело не то, что неблагодарно, а неправильно. Потому что единый народ, единое наследие, единая башенная культура.